Здравствуйте! В эфире информационная передача «Амшикшара». Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Аслан Бжаня провел расширенную встречу с представителями бизнес-сообщества страны. В посольстве России в Абхазии по случаю Дня дипломатического работника прошло памятное мероприятие. Об обеспечении инвалидов Отечественной войны народа Абхазии лекарственными препаратами, о задолженности за лекарства перед Абхазформацией расскажем в сегодняшнем эфире. Туризм, логистика, сельское хозяйство, инвестиции. Эти и другие темы обсудил Аслан Бжаня с представителями бизнес-сообщества республики. В ходе встречи активно обсуждался законопроект по регулированию правового статуса апарт-отелей. Все подробности в репортаже Гугусы Варданя. Открывая встречу с предпринимателями, Аслан Бжаня отметил, что вопросы сохранения и укрепления абхазской государственности, обороноспособности и улучшения качества жизни населения очень важны, подчеркнув, что представители бизнес-сообщества вносят существенный вклад в развитие Абхазии и в укрепление отношений с Российской Федерацией. Глава государства отметил, что необходимо привлечь в разные области экономики масштабные инвестиции. Уйти от инвестиционной изоляции. Только так можно будет обеспечить наших граждан высокооплачиваемой работой, создать достойные условия жизни для тысяч людей, повысить конкурентоспособность в сфере туризма, сельского хозяйства и других отраслей. По словам президента, развитие абхазской экономики сдерживают многие факторы. Это и ограниченный рынок сбыта продукции, производимой в стране, сезонность, недостаток оборотных средств у субъектов бизнеса и многое другое. Несмотря на то, что в 2022 году совокупный кредитный портфель кредитных организаций вырос на более чем 1 миллиард рублей, средневзвешенная ставка по кредитам составила 22,9% годовых. Но и даже в таких условиях абхазские предприниматели проявляют большую активность. Возрос внешнеторговый оборот. Глава государства назвал основные отрасли для привлечения инвестиций. Это туризм, субтропическое сельское хозяйство, переработка, логистика, энергетика, IT-технологии. В скором времени необходимо выработать и утвердить схемы территориального планирования по отраслевым приоритетам, создать градостроительную концепцию, призванную определить границу всех видов строительства для сохранения природы. Аслан Бжаня поручил правительству провести конкурс на лучшую градостроительную концепцию и архитектурного облика всех городов Абхазии и программ развития их территорий. Глава государства отметил, что инвестклимат во многом зависит от работы правоохранителей. В 2021-2022 годах удалось повысить заработную плату сотрудникам МВД и СГБ в среднем на 75%. Материально-техническому оснащению данных ведомств уделяется существенное внимание. За этот период для нужд Министерства внутренних дел было приобретено более 100 единиц новых транспортных средств. Туризм – это локомотив экономики Абхазии, отметил Бжаня. Президент подчеркнул, что в связи с этим по его поручению разработан законопроект по регулированию правового статуса апарт-отелей. Какие нормы заложены в законопроекте? Первое. Земельные участки остаются в собственности государства. Второе. Право собственности на апартамент не влечет за собой возникновение гражданства либо вида на жительство. Собственник апартамента не будет иметь возможности и права принимать участие в политической жизни Абхазии. Заложены механизмы, исключающие возможность приобретения апартаментов лицами, представляющими угрозу для нашего государства. Необходимо менять имидж страны из устоявшегося Абхазия – место для летнего отдыха небогатого туриста на Абхазия – место для круглогодичного отдыха состоятельного туриста. Особенность апартаментов состоит еще и в том, что они загружены в межсезонье, в осенне-зимний период. Помимо существующих налогов, планируется ввести новый налоговый сбор, который целиком будет направлен на решение жилищных проблем наших очередников. Это позволит в течение 10-15 лет полностью решить эту проблему и начать обеспечивать жильем молодые семьи. Уважаемые друзья,
Уверен, что вы, целеустремленные, обладающие знаниями и опытом предпринимателей, видите масштаб и сложность стоящих перед нами задач и мобилизуете все свои силы и возможности для эффективного их решения. Сегодня, как никогда, Родине нужно ваше инновационное мышление, ваши передовые подходы и ваша способность побеждать в самых сложных условиях. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган отметила, что привлечение инвестиций должно стать ключевым направлением государственной политики. Президентом поставлена задача структурировать инвестиционную политику по следующим направлениям. Поддержка отдельных отраслей экономики, в том числе туризма, сельского хозяйства и производства. Ни один инвестиционный проект не может быть успешным, если государство не будет создавать условия для его реализации. И это прежде всего понятное отношение бизнеса с властью, основанные на принципах «каждый привлеченный рубль имеет значение». Как показала практика, для привлечения инвестиций в экономику необходимо совершенствовать действующее законодательство, внедрить механизмы, обеспечивающие устранение административных барьеров и создание необходимых условий для подключения к инженерной инфраструктуре. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопо считает перспективным привлечение инвестиций в такие отрасли сельского хозяйства, как виноградарство, цитрусоводство, развитие тепличных хозяйств, выращивание фруктов. Одна из причин – наличие в стране площадей под цитрусовые культуры. Министр туризма Теймураз Хишба подчеркнул, что такое направление развития туристической отрасли, как строительство апарт-отелей, очень перспективно. А для этого необходимы нормативные акты, которые будут регулировать их правовой статус. Хишба отметил, что в последние годы в республике наблюдается ощутимый рост в сфере туризма. Представители бизнес-сообщества проявляли большой интерес к встрече в таком формате и к обсуждаемым вопросам. Ну, я бы сказал, наверное, первые, извините за такое выражение, даже, наверное, робкие шаги, когда, я бы сказал, даже, наверное, уже запоздалые некоторые вещи, вот можно сказать так, потому что те вещи, которые мы обсуждаем, если были бы они ранее приняты, мне кажется, что и пополнение бюджета было бы совершенно другое. И инвестиционный климат, мне кажется, был бы более, наверное, продвинутым и так далее. Но, тем не менее, говорят, лучше позже, чем никогда. Это действительно так. Потому что если действительно будут приняты такие шаги, то, наверное, и мы многих знаем, которые готовы были бы сегодня вкладывать и делать достаточно большие инвестиции в экономику республики. Абсолютно правы. Здесь и уважаемый наш президент говорил, и остальные коллеги, о том, что это должно быть, безусловно, контролируемо, безусловно, чтобы это никоим образом не влияло на какие-то политическую ситуацию, на демографические вещи и так далее. Предприниматели подчеркнули, что нашей республике нужно обязательно развиваться и идти вперед, но за всем нужен жесткий контроль. По мнению бизнесменов, самый большой риск – это то, что экономический потенциал Абхазии не может формировать собственный бюджет. У нас самые большие риски, за которые мы должны переживать, что сегодня экономический потенциал нашего государства не может формировать собственный бюджет без помощи извне. Я считаю, это самый большой риск, о котором мы должны думать. Мы должны думать о будущем нашего поколения. Мы должны думать о сфере образования, о сохранении нашего языка, а какими ресурсами реализовать эти все задачи. Любой факт каждый может комментировать по-разному. Мы не должны слушать комментарии. Мы должны понимать, любое действие имеет какие-то последствия. Для чего мы это делаем, что мы преследуем и какой результат мы хотим получить на выходе. Это всем очевидно, этот закон надо принимать. То, что касается то, что волнует население Абхазии, это выдача паспортов, гражданства, вид на жительство. Но мне кажется, что я посмотрел законопроект, там все четко описано. Но если у общества есть еще вопросы, волнует, возможно, еще провести какие-то общественные слушания, не знаю, там дебаты и так далее и тому подобное.
мое отношение за, закон надо принимать. В ходе встречи высказывались различные мнения по поводу законопроекта по регулированию правового статуса апарт-отелей. Говорили о рисках, о выгоде и о дальнейшем развитии Абхазии. Была затронута тема 2 сухумских санаториев МВО и ПВО, которые сегодня восстанавливает предприниматель Михаил Сеченава. В рамках работ будет восстанавливаться и набережная. Что касается Сухума, там действительно, да, мы разговаривали, и есть договоренность о том, что будет вот эта прогулочная зона городская, будет продолжена по территории этих баз, потому что уже четко выделена эта территория, потому что вся береговая зона в ближайшее время должно быть, по предписанию, в ближайшее время должно быть уже как бы спроектировано. Я думаю, что через месяц-два оно будет уже закончено и представлено президенту и правительству. Если будет утверждено, то суть вообще всей деятельности — это соединить береговую зону этих санаторий непосредственно с прогулочной зоной Сухума. То есть и граждане, и гости будут иметь уникальную возможность любоваться вообще теми красотами, особенно вот через реку, если они перейдут, там совершенно другой вид вообще на море и другой вид города. В рамках встречи обсуждались различные вопросы экономического развития Абхазии. Предприниматели отметили, что разговор получился продуктивным и интересным. И подобные встречи должны стать доброй традицией. В завершении встречи ее участники почтили память жертв землетрясения в Турции и Сирии. Гугут Савардания, Раму Камки, Абхазское телевидение. Видеозапись встречи Аслана Бжаня с представителями бизнес-сообщества страны смотрите в нашей программе 11 февраля. Ежегодно 10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Выбор даты праздника связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства России, посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года. Аслан Бжанин направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову. Авторитет и профессионализм российских дипломатов, их следование принципам равноправия и уважения к государственному суверенитету партнеров обеспечивают выверенную и эффективную внешнюю политику Российской Федерации. В Абхазии высоко ценят эти качества российских дипработников. Отражением их авторитета, профессионализма и принципиальности является и лично ваш, Сергей Викторович, вклад в дело установления дружеских и союзнических отношений Абхазии и России, отмечается в поздравлении. Аслан Бжаня также поздравил с Днем дипломатического работника посла России в Абхазии Михаила Шургалина. В посольстве России в Абхазии по случаю Дня дипломатического работника прошло памятное мероприятие. Репортаж Алики Трапш. Ежегодно в День дипломатического работника в посольстве вспоминают погибших в 2013 году в Сухуме российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супругу. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин в своем выступлении отметил, что гибель семьи Вишерневых – наглядный пример тому, что дипломатическая служба сопряжена с опасностью даже в мирное время. Абхазия – союзная нам страна, дружественная нам страна. Но во многих странах, в первую очередь западных странах, наши дипломаты вынуждены работать в условиях развязанной против нас полномасштабной русофобской кампании. Часть этой кампании в том числе и направлена на то, чтобы дискредитировать работу наших дипломатов. В том, что касается семьи Вишерневых и Дмитрия и Ольги, я бы хотел также отметить, что они оба награждены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным орденом мужества, каждый из них, посмертно. Царство небесное, и они навсегда останутся в наших сердцах. Министр иностранных дел Абхазии Инна Ларзен поздравил российских коллег с профессиональным праздником, пожелав им успехов в их сложной работе. Хочу пожелать вам всего самого доброго, крепости духа в это непростое время и продолжения профессиональных успехов.
Сегодня мы поздравили и нашего коллегу, министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, наших коллег из центрального аппарата министерства, территориальные подразделения МИДа и все зарубежные представительства. Сегодня непростое время, мы пожелали всем держаться и, безусловно, победа будет за нами. Мы сегодня вспоминаем Вишерневых, достойных людей, дипломатов. Сегодня мы вспомнили также и Андрея Карлова, который работал в Турции. Я имел честь с ним общаться, и он помогал мне в жизни. И светлая ему память. Уважаемые друзья, поздравляю вас с праздником. Всего самого доброго, будьте здоровы. Экс-министр иностранных дел, секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамбо в своей речи особо отметил союзнические отношения между Абхазией и Россией. В моей жизни была счастливая такая возможность подписать соглашение об установлении дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. И с тех пор до сегодняшнего дня процесс развития взаимоотношений развивается. Абхазия сегодня пользуется большой поддержкой со стороны Российской Федерации, лично президента Владимира Владимировича Путина, который пристально следит за событиями, которые происходят в Абхазии, оказывает большую помощь. Абхазия со своей стороны также пытается демонстрировать свои союзнические и братские отношения к Российской Федерации. Сегодня в этом непростом, сложном мире, когда происходят события такого планетарного масштаба, продолжается борьба за переустройство мировой системы, и события на Украине демонстрируют, кто друг, а кто враг. Как говорится, друзья познаются в беде, и в это сложное время наши граждане Абхазии плечом к плечу с другими народами Российской Федерации отстаивают те принципы, за которые сложили головы еще во время Великой Отечественной войны наши предки. В нынешней непростой геополитической ситуации взаимоотношения Абхазии и России приобретают еще более важное значение, говорили выступавшие на митинге. Взаимоотношения государств и народов мира – это дипломатия. И какие взаимоотношения могут быть? Вот, например, взять сегодня Россию и Абхазию. Это действительно союзнические, братские, радостные. И события, которые происходят в мире сегодня, конечно, нас это огорчает. От того, что не могут понять эти люди, которые делают взаимоотношения, они неприкосновенные. Их вообще нельзя никак ни физически на них воздействовать, ни политически. Они делают то, чтобы их государства были в таких добрых взаимоотношениях. Поэтому память, конечно, трагически погибли, но они погибли здесь, в Абхазии. И очень отрадно, что они мужественно делали свое дело, чтобы были у нас хорошие взаимоотношения с Россией. У нас других взаимоотношений не может быть и плохих, потому что это действительно Россия, это защитница всех тех, кто в этом нуждается. А нуждается мир. После окончания митинга сотрудники и гости посольства России в Абхазии возложили цветы к памятной доске супругов Вишерневых. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. МВД Абхазии продолжает работу по противодействию незаконной добыче криптовалют. В Гагарском районе 9 февраля сотрудниками Центрыбжского отдела милиции общественной безопасности УВД по Гагарскому району совместно с районным отделом службы госбезопасности в поселке Цандурыбж в частном домовладении Ажиба Аслана Лавриковича были обнаружены и изъяты 2 аппарата по добыче криптовалют. Сотрудниками отдела внутренних дел по Гудаутскому району совместно с районным отделом службы госбезопасности обнаружены 2 объекта по добыче криптовалют. В селе Хыбста изъято 13 аппаратов, принадлежащих Пабба Руслану Семеновичу. В селе Хуаб 4 аппарата, принадлежащих Анкваб Леону Эдуардовичу. В результате проведенных мероприятий в Сухумском районе сотрудниками ОВД по Сухумскому району совместно со специалистами Департамента по техническому и энергонадзору Госстандарта в селе Гумыста обнаружены и изъяты 9 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Терезиану Роману Рафиковичу.
В Гулрыбском районе сотрудниками ОВД по Гулрыбскому району были проверены ранее отключенные майнинг-фермы. Повторно подключенных аппаратов не обнаружено. Сотрудниками отдела внутренних дел по Чимчирскому району совместно со службой госбезопасности, представителями районной администрации и Черноморэнерго в городе Чимчира изъято 15 аппаратов, принадлежащих Адлиба Гарику Гариковичу. Также во всех городах и районах республики в ночь с 9 по 10 февраля сотрудниками территориальных подразделений МВД Абхазии проведен осмотр подсобных помещений средних образовательных учреждений. Аппаратов для добычи криптовалют не обнаружено. В МВД действует горячая линия. Всех, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просят обращаться на телефон доверия 920 20 95, WhatsApp, Telegram Messenger, Instagram или Facebook. По информации, которую представил в МИД полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авицба, в результате землетрясения погибли 2 абхазских соотечественника. По последней информации, больше погибших и пострадавших из числа соотечественников нет. Ибрагим Авицба также проинформировал о завершении передачи гуманитарной помощи от имени Республики Абхазия в местах компактного проживания абхазской диаспоры на востоке Турции. На 94-м году ушла из жизни академик Академии наук Абхазии и Российской академии естественных наук, доктор медицинских наук, профессор Зинаида Всеволодовна Шевцова. Зинаида Всеволодовна была ученым мирового уровня. В 1964 году ею был открыт вирус геморрагической лихорадки. Зинаида Шевцова награждена всевозможными медалями и орденами, среди которых медаль СССР за доблестный труд, ветеран труда, почетный значок «Отличник здравоохранения», почетная грамота Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, орден Республики Абхазия Ахцепша 3-й степени. Одна из статей расходов Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии – это лекарственные препараты. Она единственная, по которой у фонда образовалась задолженность. Только в прошлом году лекарства обошлись фонду в 71 миллион рублей. При этом отправка на лечение за пределы Абхазии более 500 человек обошлась в 45 миллионов рублей. Об обеспечении инвалидов войны лекарственными препаратами, о задолженности за лекарства перед Абхазфармацией и о выявленных в этом направлении нарушениях в специальном репортаже Рады Чачава. О проблеме больших затрат Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на оплату медикаментов в недавнем времени заговорили особенно активно. Государственный внебюджетный фонд оплачивает медикаменты для своих подопечных, исходя из назначений врачей в поликлиниках и принятого Кабинетом министров в 2013 году перечня медикаментов, гарантированных подопечным фонда. За минувший 2022 год на лекарственные средства было потрачено более 70 миллионов рублей. У нас не один, не два случая таких были, даже не надо было искать, сами люди приходили, выписывали без никакого назначения, просто так, и большие суммы уходили. Это ни одна организация не выдержит, если будем работать, не обращая внимания на перечень, ни одна организация не сможет выдержать. По словам председателя фонда, для решения проблемы также необходимо обновить список медикаментов, входящих в обязательный перечень, и поликлиники должны работать исключительно по утвержденному списку. Существует перечень, по которому надо работать. Мы так и работали, все как положено. Но потом, когда вот эта пандемия началась, мы сразу сказали, не обращайте внимания на перечень, чтобы все выдавали спокойно. А потом уже, когда время прошло, уже более-менее успокоилось. Теперь надо обратно по перечню. В прошлом году во всех медучреждениях республики была проведена совместная проверка Фонда инвалидов и Минздрава. Зампредседателя фонда Имзар Ашуа подчеркнул, что в ходе проверки были выявлены нарушения. Нарушение в том, что человеку, когда выписывают чего-либо, основание должно быть, правильно, от врача, от анализов и так далее.
И еще в амбулаторную карту должны вносить, за что тебе выписали, и приложи вот эти бумаги. Большие нарушения, вот 3 города, которые я сказал, были Рипши, Сухуми и Гудаута, да, там большое количество людей много. Но в Ачамчирах и Тварчели и Гагра более-менее как-то старались придерживаться, но нарушения все-таки были. Проблема нерационального расходования средств на медикаменты, как подчеркивают в Фонде инвалидов, обусловлена в первую очередь именно неэффективностью подобного подхода к лечению. На потраченные на медикаменты средства можно было отправлять многих подопечных на лечение в другие страны. По статистике это наиболее действенно. Однако Имза Рашо подчеркивает, даже при отсутствии нужного медикамента в обязательном перечне фонд оплачивает покупку, если препарат действительно необходим, и это подтверждено лабораторными исследованиями. Выписывание лекарств беспредельно. Вот наша проблема, наша беда, который, вы представляете, еще раз говорю, за 70 миллионов, сколько их мы вылечили в больнице, что он не будет цитрамон пить, даже цитрамон. Но, к сожалению, лекарства тоже нужны, мы понимаем, проблем нету с этим. Но мы хотим, чтобы это было правильно, а не весь бюджет отдавать на лекарства, которые никому, к сожалению, не помогают. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, как государственная структура по вопросам обеспечения подопечных медикаментами, работает напрямую с республиканским унитарным предприятием «Абхаз-фармация». Директор предприятия Рустам Адлиба отметил, что количество рецептов, выпускаемых не по утвержденному перечню, действительно возросло. В принципе, исключения делались и раньше, но раньше это в виде исключения, как бы шел отпуск вне утвержденного перечня. В период пандемии, да, потребность определенных больных выходила за рамки этого утвержденного перечня, поэтому, конечно, было разрешено отпускать, в том числе и вне установленного перечня. Фактически к чему это привело? Ну, вы понимаете, сегодня лекарства могут быть и очень дорогие, и в период пандемии не дешевые они были. Поэтому, да, количество рецептов, где выписаны препараты, не соответствующие этому утвержденному перечню, за эти рамки вышли. И фактически его при выписывании поликлиники по факту, я как понимаю, уже и не придерживаются. Ветеран войны Томас Пипия получает лекарства раз в месяц. Из-за ранений, полученных во время войны, у него сильно ухудшилось здоровье. Его часто беспокоят головные боли и поставлен диагноз – сахарный диабет. Томас Пипия рассказал, что прежде чем назначить лечение, в поликлинике ему всегда проводят обследование. Две-три штуки, чтобы нарцовцы. Фонду инвалидов также пришлось столкнуться с беспрецедентным случаем, когда в Гудаутской поликлинике на одного пациента в течение года выписали лекарств на сумму более 1 миллиона рублей. Главврач Гудаутской поликлиники в свою очередь сообщила, что не была осведомлена о подобном нарушении. Я понятия даже не имею, почему же они не связались с заведующей поликлиникой, в принципе. Так вообще должно быть. Если такое случилось, и если они очень беспокоятся, начинать не нужно с меня, с поликлиники. Какой врач это выписал и на каком основании. Сейчас вы мне говорите, я очень расстроенная. Если они такое что-то заметили, они должны были позвонить мне и сказать: Заира Энверовна, почему вы или ваши врачи выписывают одному и тому же больному такое количество медикаментов или так часто? Подопечные фонда инвалидов обслуживаются в поликлиниках республики, предварительно становясь на учет и предоставляя справки из военкомата, в которых указывается информация о ранениях и травмах, полученных во время войны. Далее ветеран предоставляет удостоверение инвалида войны, выданное органами социальной защиты и труда. Участковый терапевт Сухумской городской поликлиники Лариса Чкадуа рассказала, что инвалиды войны, прикрепленные к поликлинике, а их более 100 человек, проходят обязательную диспансеризацию каждый год. Один раз в год проходят диспансеризацию. Что туда включается? Туда включается лабораторная диагностика, так сказать, общий анализ мочи, биохимия по показаниям, электрокардиограмма, рентген легких один раз, даже не один раз, можно 2 раза в год, но опять-таки по показаниям, у кого как.
Теперь что? Проходят наших специалистов узких. Это эндокринолог, кардиолог, невропатолог, травматолог обязательно, потому что в основном у всех, почти у всех, там где-то 70%, там пулевые ранения, осколочные ранения, ампутационные культи и отдаленные последствия закрытой черепно-мозговой травмы. Это что такое? Это, то есть, во время войны у них была контузия головного мозга. Лариса Чкаду отмечает, что многие ветераны проходят лечение за пределами Абхазии и, возвращаясь на родину, приносят выписанные рецепты в поликлинику. Лекарственные средства, назначенные на лечение за пределами Абхазии, порой выбиваются из перечня обязательных медикаментов, потому как сам перечень давно не обновлялся. Наши больные, они лечатся не только в Сухуми, они лечатся и за пределами Абхазии. А препараты у нас, как говорится, наука не стоит на одном месте. То есть очень много новых препаратов, которых нет в перечне. И они к нам приходят с этими новыми препаратами. Мы им объясняем, что вот согласно приказу у нас мы не можем там выписать этот дорогостоящий препарат. Ну, конечно, скандалы тоже бывают. В некоторых случаях мы посылаем в фонд инвалидов. Объясняем им, мы подойдите в фонд инвалидов. Пускай они напишут письмо, что они разрешают это выписать такой-то дорогостоящий препарат. Потому что без фонда инвалидов мне какие дорогостоящие препараты не выписываем. Ну вот сейчас, может, новый появится у нас список, нам немножко будет легче работать. Лариса Чкаду также рассказывает, что основными проблемами со здоровьем у инвалидов войны являются сердечно-сосудистые заболевания, частые случаи инфарктов и потребность в стентировании, которая не проводится в Абхазии. Например, в Абхазии мы стенд ему поставить не можем, правильно? Вот он перенес инфаркт, или у него стенокардия, ему надо ставить стенды. Здесь мы это не делаем, правильно? Вы все прекрасно знаете. Поэтому он куда едет? Его направляют за пределы России, они туда едут, там ставят стенды, лечатся, приезжают сюда. Рецепты получают здесь, потому что в России им, конечно, не дадут ничего. По словам Ларисы Чкаду, Сухумская городская поликлиника направила список рекомендованных для обязательного перечня медикаментов в Министерство здравоохранения Республики. Начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Батал Кация рассказал, что на данный момент работает комиссия по контрольной проверке медучреждений. В феврале прошлого года была проведена комплексная проверка лечебных учреждений, которые занимаются отпуском и назначением лекарственных препаратов для инвалидов отечественного народа Абхазии. После этого в прошлом году, в конце прошлого года, было еще раз обращение от фонда инвалидов для того, чтобы заново провести какую-то контрольную проверку. Совместно мы приняли решение, что контрольная проверка будет. В соответствии с этим, 27 декабря прошлого года министр здравоохранения Абхазии Будпа издал приказ о создании комиссии по проверке. Поэтому с этого времени эта комиссия работает. Проверку планируется завершить к концу текущего месяца. В комиссию включены представители управления Минздрава, управления по надзору, а также управления по фармации и лечебного управления. Проверка комплексная и проводится во всех городах и районах республики. В прошлом году проверка проводилась и были выявлены нарушения. Соответственно, при контрольной и одновременно завершающей проверке, которая будет закончена в этом году, будут сделаны выводы. Думаю, что в том числе и административные. Как отмечает Батал Кация, по итогам проверки, проведенной в прошлом году, 7 медучреждениям, в которых были выявлены нарушения, были даны указания и рекомендации, как в устной, так и в письменной форме, а также по данному вопросу регулярно проводились рабочие совещания. Батал Кация также подчеркивает, что наиболее частое нарушение касается именно обязательного перечня медикаментов. Так как список был утвержден еще 10 лет назад, то, естественно, и медицина идет вперед, и клинические рекомендации изменяются, новые препараты входят в оборот. Поэтому были выявлены нарушения, которые связаны с тем, что вне списка назначались препараты, то есть которые не входят в этот список. Такие были нарушения. Плюс еще из основных это те, которые связаны с тем, что лекарственные препараты, они назначались, допустим, не на 1 месяц, а там, на 2, на 3 месяца вперед, для того, чтобы, есть пациенты, у которых есть хронические заболевания. Поэтому иногда суммы варьировали.
Работа по обновлению перечня медикаментов на данный момент ведется в Министерстве здравоохранения. С начала февраля этого года по согласованию с руководством фонда инвалидов мы разослали информационное письмо всем лечебным учреждениям, по которым они в соответствии с нашим письмом предлагают свое видение вопроса, то есть те препараты, которые жизненно необходимы, входят в перечень жизненно необходимых, и которые чаще всего нужны, и которые не входят в список, вот, они письмом нам сообщают о количестве препаратов, о разновидности препаратов. Соответственно, они будут внесены в список, который мы будем потом рекомендовать правительству для того, чтобы изменить и внести изменения, вернее, в список, который уже был утвержден 10 лет назад. Касательно вопроса о Гудаутской поликлинике, в которой в течение года одному пациенту были выписаны средства на сумму более 1 миллиона рублей, Баталкадзе отметил, что комплексная проверка будет проведена и в Гудаутской поликлинике. По итогам будут предприняты все необходимые меры. Мы проверяем не только Гудаутскую поликлинику, но и все поликлиники, которые выдают. У нас много районов, соответственно, районные поликлиники проверяются все. Гудаута будет проверена в том числе. Она просто проверяется, но не в первую очередь. На данный момент, по словам Баталкадзе, препараты, которые не входят в утвержденный ранее перечень, выписываются пациентам по отдельному письму и согласованию с фондом инвалидов, так как являются жизненно необходимыми. Рада Чачава, Алексей Баструков, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Абхазский спортсмен Саид Адлиба победил на 27-м международном турнире по самбо на призы президента Республики Беларусь. Участие в традиционных соревнованиях принимали около 100 атлетов из Абхазии, Беларуси, России, Армении, Казахстана и Таджикистана. В общей сложности спортсмены разыграют медали в 21 весовой категории, по 7 в мужском, женском и боевом самбо. И в завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни на территории Абхазии временами возможен дождь разной интенсивности. Температура воздуха ночью 1,6, днем 4,9 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Камшик Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.